Не во главе народов, так во главе рек, гласит кыргызская народная мудрость. Небольшая горная страна, какой является Кыргызстан, превосходит по гидроэнергетическому потенциалу многие крупные равнинные государства мира. Было бы непростительной ошибкой не воспользоваться таким великим благом и преимуществом. Экологически чистая, дешевая электрическая энергия, которую производят гидроэлектростанции Кыргызстана, это чудо природы и техники, поставленное на службу народу и стране. Благодаря созидательному таланту и непомерному труду нескольких поколений, многих тысяч тружеников гидроэнергетической отрасли в прошлом Киргизской ССР, а сегодня независимой Кыргызской республики. Первые электростанции, дизельные, на территории Кыргызстана были построены в далеком 1914 году в Пишпеке и Караколе. Мощность Пишпекской ДЭС была 25 лошадиных сил, мощность Каракольской – 10. Это были самые первые, можно сказать, младенческие шаги отрасли, сделанные 100 лет назад. Сегодня энергетическая промышленность является важнейшей отраслью экономики страны, ее сердцевиной и становым хребтом. Путь в 1000 верст начинается с первого шага, гласит восточная мудрость. Первые шаги кыргызской энергетики, несоизмеримые с масштабом сегодняшних планов, были тем не менее началом большого пути побед и свершений. В 1923 году впервые электричество стало применяться помимо промышленных целей для освещения улиц. Это произошло на руднике Кызылкия. В короткие сроки по всей стране было построено несколько десятков малых ГЭС. В 1931 году введена в эксплуатацию первая высоковольтная линия электропередачи. Она связала Аламединскую ГЭС и Фрунзенскую ДЭС-1. В 1932 году образовано первое в Киргизии энергетическое предприятие – Фрунзенское объединение городских электростанций – ФОГЭС. В 1934 году Бюро Кирабкома ВКПБ приняло постановление о создании диспетчерской службы и утверждении организационной структуры ФОГЭС. Фактически это явилось началом формирования энергосистемы Кыргызстана. Новый этап в развитии отрасли начался в послевоенные годы со строительством и вводом в эксплуатацию крупных энергетических мощностей. В 1962 году введена в эксплуатацию Учкурганская ГЭС, крупнейшая в Средней Азии. В этом же году начато строительство Токтогульской ГЭС. В 1961-1966 годах введены в строй энергетические агрегаты на городских ТЭЦ во Фрунзе и Аше. В 1974 году сдан в эксплуатацию первый агрегат Токтогульской ГЭС. Введены в строй Атбашинская, Курпсайская, Ташкумурская гидроэлектростанции. Построены сети 110-500 киловольт. В 1988 году начато строительство Камбаратинской ГЭС-2. Разработана программа ускоренного развития гидроэнергетики Кыргызской республики. Энергетика – технологически сложная отрасль, требующая высокой квалификации специалистов всех уровней, нуждающаяся в сильном высокопрофессиональном кадровом корпусе. Подготовка специалистов для отрасли проводится в Кыргызском техническом университете. Налажена система усовершенствования и повышения квалификации кадров. Сегодня в большой многонациональный коллектив отрасли вливаются молодые специалисты, получившие образование в лучших учебных центрах России, Турции, Западной Европы, США, Китая. Особую ценность для энергетической отрасли страны ее эффективной работы представляют ветераны, их богатейший опыт и глубокие знания. Как? Eski energetikler bunu işte kelgen, oşo kolustan kelgen yardım beririz diye men oyum бар. Biz
История нашей энергетики начиналась с 1910-х годов. Именно в это время первые русские энергетики сделали глобальное обследование бассейна реки Чу. С тех пор за 80 лет было построено очень много средних, малых ГЭС, введены мощные гидроэлектростанции, такие как Токтагульская ГЭС, Каскад Нарынских ГЭС. Суммарная мощность всех гидроэлектростанций и тепловых станций на сегодняшний день составляет уже 3030 мегаватт. Построено около 70 тысяч километров воздушных линий электропередач, которые образуют целый комплекс наших электрических сетей. Исторической вехой в развитии энергетики бесспорно является это строительство и ввод в эксплуатацию подстанции 500 киловольт Кемин, строительство воздушной линии 500 киловольт Датка-Кемин и строительство подстанции 500 киловольт Кемин, которая, должна связать наши гидроэлектростанции с севером нашей страны. Данный проект поможет нам обеспечить полностью электроэнергетическую безопасность. Кроме того, исторической вехой также является проект по строительству каскада Верхненарынских ГЭС. Именно уважаемый президент Алмазбек Шаршенович подчеркнул важность этого проекта. Кроме того, мы реализуем сейчас проект по ТЭЦ города Бишкек, проект по реконструкции 8 котлов, 4 турбоагрегатов и установки современных 2 котлов и 2 турбоагрегатов суммарной мощностью 300 мегаватт. Реализация всех этих проектов вкупе с проектами по строительству Камбаратинской ГЭС-1 поможет нам обеспечить бесперебойное электроснабжение и решить глобальные задачи по обеспечению электроэнергетической безопасности. Я думаю, что энергетики сегодня готовы к реализации данных проектов и готовы к вызовам и рискам сегодняшнего дня. Кыргызская республика является лидером демократических процессов в регионе. Сегодня перед страной стоит задача, опираясь на фундамент демократических реформ, реформировать экономику, сделать ее современной и высокоэффективной. В этом процессе энергетическая отрасль Кыргызстана призвана сыграть особую роль. После десятилетия стагнации электроэнергетика страны выходит на новые горизонты. То, что в былые годы только провозглашалось, но не делалось, теперь начинает планово-системно претворяться в жизнь. Цель – обеспечение в ближайшие годы энергонезависимости и энергобезопасности Кыргызской республики путем создания собственного энергокольца 500 киловольт и строительства новых генерирующих мощностей. В рамках реализации этой стратегии уже построены подстанции 500 киловольт Датка и Кемин. Идет строительство ЛЭП-500, призванной соединить эти две подстанции. Совместно с российскими партнерами начато осуществление проектов по строительству Верхненарынского каскада ГЭС и Камбаратинской ГЭС-1. Совместно с партнерами из Китая начата реконструкция ТЭЦ города Бишкек. Когда в домах тепло и ярко горит электрический свет, мало кто вспоминает об энергетиках. О них вспоминают, когда свет неожиданно гаснет. Энергетики это знают и на своих сограждан не обижаются. Празднуя 80-летие отрасли, они дружно работают над тем, чтобы в домах кыргызстанцев никогда не гас свет, а на их лицах никогда не гасли улыбки.